Каждые 10 секунд в мире совершаются кибератаки. Хакеры пытаются заполучить данные как крупных международных корпораций, так и личную информацию самого простого человека, который регулярно пользуется смартфоном. И в том, и в другом случае это делается, как правило, только ради одного – попытаться заполучить ваши деньги. И поверьте, никто, абсолютно никто не застрахован от такой атаки. Это лишь вопрос времени. Но вот насколько мы уязвимы и как свести к минимуму вероятность взлома, мы и попытаемся сегодня узнать. Это Сергей Кухарев, наш первый герой и студент Уфимского авиационного технического университета. Его профиль – защита данных и обеспечение информационной безопасности. Ну или совсем пафосное – антихакер. Для того, чтобы кого-то защищать, да, нужно понимать, как происходит нападение. Поэтому мы, безусловно, стараемся вникать во все современные тренды, да, но себя мы не позиционируем хакерами, да, мы позиционируем себя защитниками, которые хакерам противостоят. Вот только чтобы поймать киберпреступника, нужно думать как киберпреступник. Практически детективная история. Кибербезопасники, обнаружив взлом в системе, проводят свое расследование. Ищут лазейку, через которую проник хакер, где успел полазить, что искал и какие оставил следы. Узнав все это, специалисты кибербезопасности восстанавливают картину событий, то есть как действовал злоумышленник, даже пытаются разобрать его почерк. Именно на таких реальных примерах студенты учатся защищать личные данные владельца. Необходимо понять и проследить, где и какие действия совершил злоумышленник, потому что не всегда удается его поймать сразу. Обычно, даже не обычно, а бывает так, что он проник в систему и уже что-то смог сделать вредоносное. Вот, соответственно, необходимо проследить, какие действия он предпринял, что он делал, какие у него были инструменты. Вот. И ребята должны по признакам последующих атак выявлять потенциальные действия злоумышленников и, соответственно, пресекать их на более ранних этапах. Кстати, желающих научиться именно защищать, а не нападать, с каждым годом становится больше. Преподаватели связывают это с глобальной компьютерной интеграцией в нашу жизнь. Мы уже не представляем себя без смартфонов, соцсетей и всего того, что дает нам интернет. Но дело в том, что и хакеры не сидят на месте. Они тоже постоянно учатся и работают над новыми способами взлома. Нас учат как раз-таки определять, скажем так, ту активность злонамеренную, да, которая выбивается из общего потока наших событий. То есть, когда мы изучаем те или иные атаки, мы разбираем их основные характерные черты. Да? То есть у киберпреступников, точно так же, как и у обычных преступников, часто существует почерк, по которому их можно определить, выявить и, соответственно, предотвратить их нападение в дальнейшем. И все же, если киберпреступник задумал какую-нибудь пакость, например, заразить компьютерную систему вирусом или опустошить ваш банковский счет, то у него всегда есть преимущество. Как минимум внезапность и возможность подготовиться. Атакующий всегда на шаг впереди. Да, ты знаешь некоторые тактики, техники, которые применяют хакеры, да, ну ладно, раз мы их так называем, да, злоумышленники, мы их знаем, но они же постоянно изобретают, в том числе и новые. Основатель уфимской фирмы по обеспечению информационной безопасности Александр Оводов знает о киберпреступлениях, если не все, то многое. Сотрудники его компании практически каждый день пресекают попытки кибератак, порой играя с хакерами в кошки-мышки. Сейчас современное лицо киберпреступности – это полноценные преступные группировки, где есть разделение на отдельные специализации. Более того, сейчас уже многие вещи предоставляются как сервис. Ты можешь купить вирус как сервис, ты можешь купить платформу для распространения этого вируса. Другими словами, чтобы совершить киберпреступление, не обязательно быть хакером. Его можно нанять как киллера и заказать его уронить сайт конкурента или выведать у него полезную информацию. Все что угодно. Но только надо учитывать один маленький нюанс.
Человек, который прибегает к услугам подобного рода специалистов, рано или поздно сам станет его жертвой. И защититься на 100% не сможет никто. Если оперативно реагировать на все уведомления, на все события, то есть предпринимать максимальные меры защиты, можно обезопасить себя, ну, скажем, на 98-99%, да, но вот этот процент там, или 2% в любом случае остаются. Это как самый защищенный сейф, да, то есть какой бы максимально защищенный сейф не был, найдется тот умелец, который сможет его взломать. Вспомните, как вы придумывали пароль к своему аккаунту в социальных сетях. Наверняка руководствовались тем, чтобы его не забыть, а значит цифры и буквы там очень хорошо вам знакомы. Как правило, это дата вашего дня рождения, которая, помимо всего прочего, обозначена еще и на вашей странице. Ведь мы, не задумываясь, показываем ее, тем самым подсказывая злоумышленнику, с чего надо начинать взламывать пароль. Не очень продвинутые пользователи, возможно, используют в пароле, например, на конце часть своего даты рождения, либо пароль может состоять из фамилии, каких-то чисел и так далее. Также еще большая проблема в том, что даже если у вас пароль неугадываемый, но вы его, например, ставите абсолютно во всех местах, то есть на всех соцсетях, на почте и так далее, возможно, там даже чуть-чуть видоизменяете, но там, например, база у него одна. И если один из сайтов, где вы с таким паролем зарегистрировались, все-таки взломают, то, соответственно, злоумышленник будет на все соцсети, где вы, возможно, зарегистрированы, с таким паролем пытаться уже зайти. И если у вас он везде одинаковый, то ему это удастся. В поисках более крупной наживы киберпреступники стараются охватить как можно больше людей, поэтому в группе риска могут быть учреждения и ведомства, через которые проходят большие объемы персональной информации обычных людей. Как, например, многофункциональный центр. В многофункциональные центры ежедневно обращается достаточно большое количество людей. Естественно, здесь хранятся персональные данные заявителей, и очень часто мошенники, пользуясь благоприятной репутацией учреждения, ссылаются в своих мошеннических действиях именно на них. Так, буквально недавно жителям республики стали поступать электронные письма с уведомлением о том, что они могут вернуть возврат накопительной части страховых взносов. Так вот, они ссылаются как раз-таки на МФЦ и пенсионный фонд. Ну что, уже почувствовали себя немного уязвимым? Если нет, то советую еще и обратить внимание на общественные Wi-Fi точки. Пользуясь ими, мы ведь даже не задумываемся, что нам может что-то угрожать. Есть два основных типа атак на Wi-Fi сети. Первое – это атака под названием «человек посередине». Я, находясь с тобой в одной сети, да, найдя тебя в этой сети, запустил сканирование, обнаружил все устройства в сети, которые тут тоже к Wi-Fi подключены. Я могу задать его как цель, да, и в дальнейшем, соответственно, на него провести ряд атак. То есть, пока вы пользуетесь общим Wi-Fi, вы сами, того не подозревая, можете стать жертвой киберпреступника и передать ему всю личную информацию о себе. На это хакеру может понадобиться считанные минуты. Вот, например, посмотрите, как этому молодому человеку из Германии удается взламывать буквально все вокруг. Een sms sturen via cell broadcasting. Een bereik van 25 meter krijgt ieder meisje hier een berichtje van mij. Heel lekker ding. Je bent zeker de mooiste van vanavond. Drankje, zwart. Herkennen aan de muts. Heb je al gestuurd? Ja, komt ie? Gaat ie. Hoor je? Ken je meisje? Het werkt. Het werkt. Кстати, в нашей республике подобные взломы тоже не редкость. В этом году атаке подвергся сайт администрации Уфы, причем уже не первый раз. А ведь раньше мы вообще не считали хакеров чем-то опасным. Скорее, это были киберхулиганы, которые шутки ради показывали свои способности. Сейчас нет никакого в этом романтизма, потому что это в чистом виде преступность, да? Которые зарабатывают деньги, пользуясь либо доверчивостью людей, да, либо вот уязвимостью, слабостями информационных систем, компьютеров, устройств.
и фактически только наносят вред, то есть никакой романтики тут нет, и это очень уже сейчас тесно переплетено с реальной преступностью, да? Одним словом, киберпреступники всегда в поиске и стараются охватить как можно больше потенциальных жертв. И здесь, как говорится, пострадать может самый невнимательный, тот, кто пренебрегает элементарными правилами кибергигиены. Кстати, а вы уверены, что никто не пытается заполучить ваши персональные данные прямо сейчас, в этот самый момент?